Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о темах вечернего выпуска. В республике в марте начнутся предупредительные и противопаводковые мероприятия. В апреле на освобожденные территории Донбасса поедут добровольцы-учителя из Якутии. Работы по федеральному проекту «Чистая Арктика» пройдут в поселках республики. Образовательная площадка «Учим, знаем» открылась в Национальном центре медицины. 20-й фестиваль национальных видов спорта «Игры предков» стартовал в столице. В связи с обильным снегопадом синоптики прогнозируют половодье в республике. Наибольшее количество осадков в виде снега наблюдается в центральной части Якутии и на территории Нерюнгринского района. С конца марта начнутся предупредительные и противопаводковые мероприятия, в числе которых зачернение и распиловка льда. В 11 районах прогнозируют сложную паводковую обстановку из-за риска образования заторов при вскрытии реки Лена в пределах Якутска, Ленского, Алекминского, Хангаласского, Намского, Кобяйского районов, на Алдане в пределах Усть-Майского и Тампонского районов, на Амге, в Амгинском и Татинском районах и на Колыме в Среднеколымском районе. Толщина льда тоже распределена неравномерно, но ближе к норме. Есть превышение толщины льда. В том же, Алекминске, на реке Вилюй, на участке Сунтар-Вилюйск на Колыме превышает у нас толщину льда от среднемноголетних значений. Ну и на Яне-Верхоянске. Сегодня во всем мире отмечается День рек. Он был учрежден 25 лет назад, в марте 1997 года. Наша республика может похвастаться большим количеством рек и речек. Но все же главной крупной водной артерией является Лена. Подробнее в следующем материале. Всего в Якутии насчитывается более 5000 рек и речек, но 15 рек протяженностью более 1000 километров. Проведенный среди жителей столицы опрос показал, что на слуху у жителей около 5 всем известных рек. Какие факты вы знаете о реке Лена? Река Лена – это самая большая артерия Республики Саха-Якутия и, по-моему, самая длинная на Дальнем Востоке. Ее протяженность где-то около 4400 километров. И много рыб водится, и она судоходная летом. О реке Лене, то, что она выходит в море Лаптевых, то, что, в ней можно покупаться на 202-м, например. Юрис, Лена, Алдан. Кроме Лены, Алдан, Вилюй, Пендигирку, Колыму, Исачку, Яну. Не стоит отрицать того факта, что на слуху у людей те реки, которые в период паводков создают чрезвычайные ситуации. Для того, чтобы обезопасить здоровье и жизнь людей, проводится большое количество противопаводковых мероприятий. Для защиты от негативного воздействия вод реализуется несколько направлений работ. Первое – это строительство защитных инженерных сооружений. Второе – это русловыпрямительные и дноуглубительные работы. И третье – это предупредительные противопаводковые мероприятия по ослаблению прочности льда. Ну и на последнем этапе, конечно, уже находятся взрывные работы в момент образования заторов льда. Также в республике проводятся работы по сохранению чистоты рек. Основная причина загрязнения водоемов – это активный рост и развитие социально-экономической жизни. Основная работа по сохранению в чистоте наших рек – это строительство очистных сооружений. Всего на конец 2022 года на территории Республики Саха-Якутия эксплуатируется около 30 очистных сооружений. В том числе биологической очистки 21 станция, механических 6 и физико-химических 1 станция. Примечательно, что многие поэты отмечают реки в своих поэмах, художники увековечивают водоемы в своих картинах, и, само собой, рекам посвящены и памятники.
У нас на реке Лена, основной памятник реке Лена, он находится в городе Алекминске. Если мне память не изменяет, его построили в 2015 году. И второй памятник – это матушка Вилюй. Ее построили в 1967 году, но из-за берегообрушения на реке Вилюй ее перенесли в другое место. Но вот начиная с 22-го прошлого года Росфоторесурсами ведутся берегоукрепительные работы на реке Вилюй. Каждому жителю республики стоит помнить, что очаги жизни зародились в бассейнах рек, поэтому нужно всячески способствовать процветанию этой жизни. Галина Чекурова, Григорий Хлопков, Якутск. Давайте вместе вернем Арктике ее первозданный вид. Под таким лозунгом работает федеральный проект «Чистая Арктика» по очистке территорий от отходов, образовавшихся в результате интенсивного освоения Арктики в советский период. Из арктических районов Якутии вывезут тысячи тонн металлолома. Работы пройдут в поселках Чукурдах, Сейлык, Эссе-Хая, Батагай, Тикси, Усть-Куйга, а также в селе Жиганск и закрытом промышленном поселке Лазо. Напомним, в республике программа реализуется с 2021 года. За прошлый год более 3000 тонн мусора было убрано на общей территории 28 гектаров Булунского и Устьянского улусов. В программе приняли участие 130 волонтеров. В этом году планируется включить Алайховский и Верхоянский районы. Будут привлечены волонтеры из федерального центра, возможно, приедут. Но мы, конечно, надеемся, что у нас население тоже будет активно, как всегда, участвовать. Будет проведена уборка территорий от металлолома, от мусора. И для этого, конечно, необходимы не только волонтеры, необходима специализированная техника. Для этого нужно привлечь, конечно, компании, у которых есть такая техника. И мы эту работу будем сейчас проводить. В поселке Хатыми Нерингринского района Якутии разгорелся земельный спор между жителями и рудной компанией. Жительница Юта Егорова в декабре прошлого года подписала договор с администрацией Чульмана и оформила дальневосточный гектар на участок площадью чуть больше 2000 квадратных метров. Женщина в личном хозяйстве держит коров, лошадей, кур и индюков. О подробностях спора расскажут наши коллеги. Летом прошлого года в Хатыми на базе бывшего здания детского сада якутская рудная компания разбила вахтовый поселок. Вокруг общежития на сегодня расположились более 10 вагончиков, где проживают также работники компании. Намерены поставить еще 40. А место добычи железной руды у них находится в 16 километрах отсюда в сторону Алдана. Сыр-бор разгорелся из-за того, что территории общежития вахтовиков и дальневосточные гектары Егоровых граничат. Вы видите, вот остался проезд, или, как вы говорите, неотмежеванный участок между вашим и нашим. Вот он, оставьте мне вот этот проезд, 8 метров. Городите городку, мы здесь загородим. Именно по гектару Егоровых рудная компания хочет сделать основной проезд для своей техники. Хотя, как уверяют коренные жители, с той стороны здания еще со времен действующего детского сада есть 2 проездных пути с основной дороги. Но представитель компании, ссылаясь на федеральную карту Росреестра, не хочет уступать и принципиально хочет провести дорогу именно по гектару. Мы должны свои интересы защитить. Мы должны людей сохранить, чтобы у меня люди остались спокойно. Вот я сейчас прихожу, они говорят, а почему я ночью сплю, а у меня, я понимаю, что туда я проехать не могу, пожарные машины. Почему? Егоровы приглашали независимого геодезиста, который сделал четкие точки подсчета, по которым этих 8 метров на карте не оказалось. Теперь мы делаем, допустим, вот здесь, вот как нам геодезист сделал вешки, да, мы по ним делаем ограду, загораживаем, а дальше он, пускай хоть 8, хоть 10 метров там от нашего именно забора, да, себе эти 8 метров делает. Вот сделает так. Если нет, значит, конечно, через суд только. По просьбе спорщиков в Хатыми прибыли представители районного имущественного комплекса, а также представители администрации поселка Чульман, к которому относится Хатыми, и которые выделили Егоровым этот самый гектар и сдали в аренду здание бывшего детского сада промышленника. Но и те, и другие от комментариев категорически отказались. Мы ждали этих людей, думали, придет какая-то в поселок цивилизация, какая-то помощь. А получается, вы только разрушаете его. Весь мусор
свалили в кучу. Куда вот мусор вывозят? Ответьте, пожалуйста. Местные жители готовы закрыть глаза на вырубку леса в поселке, которая была произведена промышленниками. Но то, что они еще отнимают у них оформленную землю, с этим они не согласны категорически. Мы будем следить за развитием событий. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. На этой неделе второй раз в торжественной обстановке в аэропорту Ленска встретили бойцов, вернувшихся домой из зоны проведения специальной военной операции. В Ленск вернулись 3 мужчин, 2 ребят приехали в отпуск на 2 недели. Один из них на костылях. Боец рассказал, что его отряд попал под минометный обстрел. Несколько дней ребята проведут дома с родными, а после каждый из них намерен вернуться обратно в зону проведения спецоперации. Еще один мужчина вернулся домой насовсем. Он уходил добровольцем и прослужил 4 месяца. Принимал участие в боевых действиях. Его бригада брала пункты под Угледаром, после чего мужчина был представлен к награде «Георгиевский крест 4-й степени». Сегодня мужчина вернулся домой, так как был демобилизован по возрасту. Ребята, вы настоящие герои, вы защитники нашей великой державы. С возвращением домой желаю вам быстро восстановиться, набраться сил, встретиться с родными. Мы очень рады сегодня вас видеть, мы очень вами гордимся. Спасибо, что вы у нас есть. Молодцы. Для восполнения нехватки педагогов на освобожденных территориях Донбасса в апреле из Якутии отправится группа добровольцев-учителей. В числе первых поедут учителя русского языка, литературы, истории и обществознания. Автором проекта стал координатор Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» по Дальнему Востоку Василий Попов. Идею поддержали глава Якутии Айсан Николаев и руководство волонтерского движения. В Якутии стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Конкурсантами являются студенты программ среднего профессионального образования, а среди юниоров соревнуются школьники, достигшие возраста 14 лет. На базе Якутского промышленного техникума имени Десяткина пройдут соревнования по 4 компетенциям: изготовление прототипов, огранка алмазов, огранка ювелирных вставок и ювелирное дело. А в некоторых образовательных учреждениях Якутии уже вовсю идут соревнования. В Якутском колледже технологии и дизайна участники по направлению цифровой модельер трудятся над конкурсным заданием. Победители регионального этапа в июне и июле этого года примут участие в отборочном этапе, где будут определены финалисты. Это поистине большое мероприятие как для региона, так и на федеральном уровне. В течение нескольких дней ребята будут демонстрировать свое профессиональное мастерство. Для компетенции проведения в Республике Саха-Якутия огранки алмазов очень важно, потому что другие регионы смотрят на опыт региона и, соответственно, берут пример. Проект «Учим, знаем» расширился. С 2018 года в Якутске в Национальном центре медицины свою работу ведет госпитальная школа, которая обеспечивает качество образования детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах. Данная программа распространилась и на детей дошкольного возраста. Тему продолжит Валерия Наумова. Открытие госпитальной школы и реализация дошкольного образования была бы невозможно без поддержки руководства республики и Министерства образования и науки региона. Для тяжелобольных детей Якутии созданы все условия для получения качественного образования. Наше муниципальное учреждение – это 35-я школа города Якутска, и теперь уже детский сад 11-й подснежник включились в данный проект. И на открытии сейчас мы увидели, насколько нужно детям обязательно заниматься образованием, начиная от 1,5 лет и, конечно же, и более старшими детьми. Поэтому данный проект будет дальше продолжаться. Мы изменили штатное расписание, нормативную базу, методические рекомендации. Проект «Учим, знаем» нацелен на создание полноценной образовательной среды в больницах для детей, находящихся на длительном лечении и в силу этого изолированных от обучения в обычных школах или детских садах. Детей дошкольного возраста примерно 50% от всего количества детей, которые находятся на длительном лечении. А дошкольный возраст – это особое время, когда ребенку нужно уделить пристальное внимание.
работе с его развитием. И подготовленные кадры должны, конечно же, этим заниматься. Мы благодарны воспитателям, которые организуют досуг в условиях медицинского стационара, но нам нужна здесь профессиональная команда, которая подготовит ребят к дальнейшей взрослой жизни, уже учебе в школе. Все специалисты проходят обучение по программе профессиональной переподготовки с присвоением квалификации тьютор, специалист в области сопровождения детей, находящихся на длительном лечении, при получении образования в медицинском стационаре. Стоит отметить, что организаторы проекта в нашем регионе расширили программу. А еще у нас будет новое направление именно с учетом родного языка этих детей, расширять вот этот проект. Сегодня очень хорошо восприняли этот проект. Проект координируется Институт новых технологий Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия, городское управление образованием. Ну и очень хорошо, что непосредственно и медики, и педагоги, и воспитатели, да, они все вот реализуют данный проект. Авторы проекта отмечают, что республика является одним из первых регионов, который реализовал данное направление – дошкольное отделение в госпитальной школе. Это новая страница в истории «Учим, знаем». А опыт, который накапливается в Якутии, передается во все аналогичные площадки по всей России. Валерия Наумова, Григорий Охлопков, Якутск. Бригада врачей Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы приступила к работе в Мирнинском районе. Врачи за несколько дней проведут операции по удалению катаракты. Уже сегодня бригада офтальмологов провела около 30 операций для пациентов, которым было рекомендовано оперативное лечение. Значит, 5 лет тому назад левый глаз сделал. Спасибо им. Каждый раз приезжают, про нас не забывают. Вижу этим глазом хорошо. Вот теперь хочу повторить правый глаз. Надеюсь, они очень хорошо сделают. Им удачи, успеха и нам здоровья. В Якутске в эти дни проходит региональный этап всероссийских соревнований школьных спортивных клубов. Учащиеся 5 и 6 классов соревнуются за право представлять республику на всероссийском финале. Подробности у Александра Хавренко. Уже несколько лет в России проводятся соревнования школьных спортивных клубов. Учащиеся разных классов соревнуются в нескольких видах спорта. Сначала в школе выбирают самых спортивных, потом сборная школы выступает на муниципальном этапе, победители которого отправляются в Якутск на региональный этап. Участвует команда, только имеющие спортивные школьные клубы. Но республика у нас 633 образовательных учреждения, из них 425 имеет спортивные клубы. Это составляет где-то 68%. Одной из сильнейших команд на соревнованиях школьных клубов является команда Маинского лицея. И в этом году руководители и школьники очень надеются на победу. Безусловно, это мотивирует ребят, поэтому наши ребята воспринимают это все всерьез, и уже они на протяжении своей жизни уже не просто спортом занимаются, а профессиональным спортом занимаются. Они уже получают спортивные разряды, кто-то становится кандидатами в мастера спорта. У нас 3 кандидата мастера спорта уже российского уровня выпускаются уже, учась в школе, они получают уже достигают таких высоких результатов. В каждой команде 16 школьников, 8 девочек и 8 мальчиков, которым предстоит пройти соревнования по футболу, баскетболу 3х3, легкой атлетике, черлидингу и брейн-рингу. И несмотря на свой юный возраст, дети к соревнованиям относятся очень ответственно. В баскетболе метание мяча, бег на 600 метров, шахматы, ну и брейн-ринг и черлидинг. Ну, спортом я планирую заниматься вообще до старости. Ну вот каким спортом я еще не знаю. Мне нравится сам спорт, поэтому я хочу участвовать во многих видах спорта. Волнуюсь, страшно. Но я хочу полететь в Анапу. Кто же победит в этом году и отправится в Анапу, мы узнаем уже в субботу, когда завершатся все испытания. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск.
Проверка на ловкость, силу и выносливость. Якутские национальные игры имеют многовековую историю. В рамках молодежного фестиваля «Мусустар» в спорткомплексе «Мадун» проходят 20-е республиканские игры предков среди школьников среднего и старшего звеньев обучения. Надежда Саханская побывала на соревнованиях. Игры предков – важнейший способ передачи традиций от одного поколения к другому. Народные игры направлены на усвоение знаний и обычаев своего народа. В частности, игра хавбалок направлена на развитие мелкой моторики, что потом пригодится во взрослом возрасте для того, чтобы развить какие-то полезные знания и умения. Все представленные состязания по традиции переходили от старших к младшим, вбирая в себя все лучшее. Многие из них были не только развлечением, но и воспитательными мерами, поскольку способствуют физическому и умственному развитию. Данный фестиваль призван привлечь школьников к национальным видам спорта и национальной культуре народов республики. Тут борьба капсагай, чисто мужской вид спорта, да? Так, по перетягиванию палки, это масс-рестлингу тоже есть такие различия. Так, бег с бермидайдя в Сюрию тоже с тяжестью, бег с тяжестью тоже есть такие вот различия. И, конечно, якутские национальные прыжки, там тоже имеются, вот девушки прыгают только станга, бур, да, а юноши прыгают по истеглюсь, тройной прыжок якутский. Первый этап соревнований прошел с 8 февраля по 9 марта в районах. В финальном республиканском этапе участники встречаются в Якутске и начинают с конкурса «Визитка». Состязания по национальным видам спорта проходят среди юношей и девушек 8, 9 и 10 классов общеобразовательных учреждений Якутии. Некоторые узнают о соревнованиях из открытых источников, а до кого-то доносят информацию их наставники. Я узнал это лично от моего физического руководителя школы и принял участие, так как считаю, что поучаствовать в национальных видах своего народа. И считаю, что готов. Сам я занимаюсь многоборьем. В этом году в соревнованиях принимают участие школьники из Вилюйского, Усть-Алданского, Сунтарского, Намского, Хангаласского и Мегино-Кангаласского районов. Соревнования носят индивидуальный характер. Абсолютного победителя определят по наименьшей сумме набранных очков, полученных в соответствии с занятыми местами. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Якутск. «Мама, папа, я» – спортивная семья. Под таким названием в Алданском районе прошел первый спортивный фестиваль среди детских садов, в котором мастерством померились семейные команды. Испытания были серьезными, комплекс упражнений соответствовал утвержденным нормам ГТО. Кто показал лучший результат, знает Татьяна Вахнина. В спортзале Центра досуга поселка Ленинский встретились 12 необычных команд. Каждая из них объединила маму, папу и ребенка-дошкаленка. Между собой семьям предстояло помериться силой, выносливостью и ловкостью. «Мама, папа, я» – спортивная семья. Под таким названием прошел первый районный спортивный фестиваль среди детских садов. Что ожидаем? Ожидаем веселого настроения. Желаем всем успехов. Командам предстояло выполнить задание 4 этапов. Прыжки в длину и на скакалке, отжимания и попадание мячом в цель. Член каждой команды работал на общий результат. Стоит отметить, что в семьях, принявших участие в фестивале, спорт довольно популярен. Физкультуру любят и взрослые, и дети. У нас вот папа у нас вообще футболист, и сын тоже футболист. Но я так себе, но мы все переживаем, и главное – участие. Инициатором проведения спортивного фестиваля выступил детский сад «Чебурашка» поселка Ленинский при поддержке Департамента образования. Над воплощением идеи в жизнь работала старший воспитатель «Чебурашки» Екатерина Плотская. В прошлом году ее семья приняла участие в аналогичном республиканском конкурсе. Так как мы были уже участниками республиканского конкурса, поэтому положение и нормативы мы взяли оттуда. Поэтому нам было намного проще, что мы уже знали, как это проводится и как мы будем это проводить на уровне Алдана.
Со спортивными задачами участники справлялись успешно. Особых затруднений соревнования не вызывали ни у взрослых, ни у детей. Между тем, уровень заданий был весьма серьезным. Данные мероприятия включают в себя нормы ГТО дошкольного уровня. Это все дети проходят на занятиях по физическому воспитанию. Пока коллегия жюри подсчитывала результаты и подводила итоги, участникам было предложено поиграть. К слову, самые юные спортсмены совсем не устали. Такие соревнования, да, у нас в Володарском районе первый раз, вот именно чтобы мама, папа, я, спортивная семья. Когда-то, помните, на Металлурге были масштабные, да, такие веселые старты, а именно в таком формате первый раз. По итогам фестиваля достойный уровень подготовки показали все семьи. Слабых спортсменов в фестивале просто не было. Наряду с тройкой команд лидеров, набравших наибольшее количество баллов, участники были награждены по ряду номинаций. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Ленинский. На этом все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.